destination, gare de Marne-la-Vallée, Chessy. Selam dostlar. Bugün men avtobusda ketib boraman. Ishtilam men Prochain yo'qmi? arrêt, Pierre. Орать уж не буду. Люди. Короче, автобусda ketib boraman. Kecha qaytib kelganda у меня переднее колесо продырявилась камера. Вот. Bugun bora turgan jerim bor edi. Mana avtobusda ketib boraman первый раз в жизни здесь. На автобусе еду. Вот. А так ехал бы я ехал бы на этом, на своем велосипеде. Вот. Ну, потихоньку будем двигаться на автобусе. Погода нормальная. Ну, короче, что я хочу сказать. Ремонтировать надо велик. 62 destination, gare de Marne-la-Vallée, Chessy. Велик город Кирягин, да, потому что мы на Кютубу трассам. Короче, я считаю, когда я пришел, хотел билет купить. Сказали пополнить, пошел пополнять. Пока приехал, а его уже нету. Сейчас на другом еду. На другом автобусе еду. Ну ладно, хоть вам вот будет чуть-чуть покажу. Вот как он быстро едет и тормозит резко. Бешено ездит они, сволочь. Ну, сейчас я зато поснимаю местность. Он же по-другому выходит, не как я же по трассе еду, а он, видите, через дома едет вот так, короче. Сейчас я поснимаю хоть. Юля, красные еще. Есть и красивые дома, такие каменные, да, ведь? Как по старинке сделано. Здесь отремонтировано. Вот какой-то поворот. Я не знаю, я здесь ездил или нет. Будем узнавать, вот откуда я мог ездить. Но сейчас он на трассу выйдет, тогда, наверное, мы поймем, где мы едем. Вот это река, короче. Отдыхали. Вон, у кого-то огород даже есть у людей. Уважаю, вот у кого есть огород. Вот река. Короче, удочка алырга керек. Балық тутырга, наверное. Ловить рыбу. Удочка. Но пока не узнаю, я здесь ездил или нет. Не узнаю. Надоело, короче, вот это слово, короче, типа следующая остановка вроде бы. Хошинахэ. Следующая, наверное. Чувак. Чувак перебегал. А может, мимо был, я не знаю. Непонятно. Видите, вот 2262 номер. Ligne 22, 62 destination, gare de Marne-la-Vallée, Chessy. Короче, дуслар, меня срочно Казан керек. Вот, Казан. Мен на днях бір будущий инвестор деп танышқан едім бір кіші білән. Оным білән тоже не получилось. В итоге, короче, этого нету. Инвестора нету, короче. Вот, сейчас мне нужен Казан срочно. Вот. Если будет Казан, я начну уже как-то двигаться, продвигать плов пока хотя бы. Плов. А потом дальше уже как будет нормальное жилье, где будет кухня нормальная и так далее. Тогда можно будет уже и другие дела делать. Самса, там, тестом заниматься и так далее. Шунарға мына нәрсе айтырға да білмеймін енді. Короче, кім может ярдам беруге? Короче, мне Казан неудобно сұрарға енді, но вот хотя бы в долг кто-нибудь может мне Казан, короче, приобрести. Чисто для нашего начала, да? Вот, если қолыңыздан келсе, нәрсекей Казанлар Германияда бар. Легче оттуда привезти, потому что из Узбекистана заказать дороже будет.
Вот. И Литва, Латвияларда бар qozonlar. Шуларга qozon ушагы белән кәпкере белән миңа берәрсегез, если может скинуться, может там кто-то может скинется там по чуть-чуть денег, скинуться, этот можете дать в долг, что ли, я не знаю, вот уже такое уже у меня мысли, да, появляются, спрашивать. Потому что хазар мен в тупиковой ситуации, я думал, шли во штаб, что-то будет, ну, какое-то движение будет. Пока начать не могу все это дело, поэтому я думаю, сейчас мне нужен Казан. Я уже пытаюсь клиентскую базу набрать, вопросы задал, Facebook-то везде рекламу кинул. Ну, люди собираются, хотят попробовать плов. Вот, здесь готовить, само собой, и условия тяжелые, но хотя бы Казан был бы у меня, уже где-то можно будет искать место под него, понимаете? Вот шундыхаль. Шунарга кем в это дело может войти как инвестор, может войти просто как по-братски там помочь. Потом я, иншаллах, как отработаю вот этот казанные деньги, да, ведь сразу могу вернуть за Казан деньги, проблем не будет. Нашлай. Вот шундыхаль, дуслар. Поэтому, как бы, если кому интересно, вот, чтобы как-то помочь войти в это дело, то вы можете, как говорится, помочь мне ради Аллаха там, или там чисто за нашу, как говорится, движение, ну вот начать. Мне напрямую даже акчасы да керекмей. Вы можете просто я могу скинуть, допустим, если мы свяжемся, все это можем сделать также, все запишем, на эфир запишем, все как положено, чтобы деньги, чтобы вы не думали, что куда-то уйдут, да, вы прям можете сами купить этот казан, закажете там в Германии этот казан, купите и отправят, а они отправят мне сюда по адресату, и я буду уже двигаться дальше. Вот так я уже к этому пришел мнению, потому что инвестор, когда я говорю инвесторы, они все боятся там, что такое, короче, мозги начинают канифолить мне. Мне кажется, лучше мне самому начинать это все дело. Мне как бы инвесторы канифолят мозги, которые хотят там, я не знаю, заработать денег там прям, я не знаю, что-то они хотят там, да. Лучше мне одолжить денег лучше, наверное, чем вот так с инвестором что-то возиться. Мне вот я так понял, я так подумал. Потому что, допустим, да, здесь кто-то мне, допустим, приобретет этот казан, потом я начну работать, я же это все на видео буду выкладывать, все равно рекламировать буду. И с получки, иншаллах, сразу можно будет вернуть там, или там со второй получки вернуть можно будет уже за казан деньги вам обратно, понимаете, вот так вот. Поэтому, если кто может там помочь там чисто бисмилля, ради Аллаха, в долг, то было бы идеально, вот идеально. Потому что мне сейчас нужен этот инструмент. Там в России был бы это найти нетрудно. Я сам этим занимался раньше, торговал этими казанами. Но оттуда привезти, оно очень тяжело весит, 20-30 килограмм весит оно. За него оплачивать смысла нету. Лучше здесь купить, потому что они оптом много привозят на фуре. Им выгодно продавать. Поэтому лучше здесь купить, там она стоит там 300 с доставкой, там 350 может, ну до 500 евро, короче, она будет. Так что нашундай просьба бар туганлар, кемге не жалко помочь, давайте килишик, ялзагыз меня, оставлю я свои данные, ну мои данные везде есть. Тяжело было это говорить, но я осилил себя и сказал, короче. Рахмат.